Являются ли абсолютно самостоятельной элитой политики, или, может быть, есть властители дум, или же, может быть, есть церковь, которая нами всеми управляет и говорит, что духовно, что не духовно. Кто сегодня правит Россией, кто дергает за веревочки, кто стоит на трибуне. Это очень сложный, конечно, вопрос. Но вот если мы будем говорить о писателе, вот в сталинские времена очень много жалоб приходило Сталину на то, что переиздаются колоссальными тиражами произведения советских писателей, платятся очень много. Понятие нового тогда хорошо было сформулировано. Тот, кто переработал свои сочинения на треть, считает, что это новое издание. И человеку платят снова за новое собрание сочинений. И писатели были миллионерами. Вот приходили, правильно ли, что у нас есть миллионеры в советском обществе, и это писатели. Сталин ответил удивительными словами. Он сказал, что писатели – это память народа, вообще говоря. И если мы атрофируем память, будем ее как-то ущемлять, у нас будет памяти мало, это очень плохо. Вот здесь, во многом другом, я, конечно же, не согласен с Иосифом Виссарионовичем, но вот здесь он абсолютно прав. Именно поэтому сегодня на нас пытается наезжать всякий разный глобализм, который какой-нибудь Анну Гавальду издает, там, или еще какого-нибудь Юцкинда, или еще, может быть, Маркес Боркес Картасар, там все это дело издается так, чтобы это на все страны была общая память, не было бы отдельной русской памяти, отдельной китайской, то, что хорошо продается, коммерчески выгодно, потому что тиражи маленькие невыгодны, а когда ты взял на всю планету и сдал 5 миллиардов вообще. Вот самый подходящий тираж, и заработать можно. Вот идея заработать на культуре, на образовании, она вот отсюда лезет. Что касается духовности, видите, принцип православной церкви заключался в том, чтобы не меняться никогда. Вот такая установка. Вот знаменитая фраза о том, что Москва – это Третий Рим. Первый Рим сошел с места, не стал хранить веру. Это был Первый Рим. Он пал. Второй двинулся, это Константинополь, он пал, а Москва стоит. А Четвертому Риму не быть, потому что близится конец света, так полагал старец-проповедник Филофей. Вот надо сохранить все в неизменности. И вот сегодня, понимаете, вот мне кажется, что есть церкви, которые пытаются подладиться и, может быть, проповедовать по айфону где-нибудь, может быть, по телевизору гонять какие-то ролики. Вот мало меняется, мало модернизируется православная церковь в этом плане. И это мешает, конечно, влиять на молодежь. Молодежь любит какие-то новинки, какие-то инновации. Но, тем не менее, есть какие-то устои, какие-то столпы или скрепы. Это, безусловно, но в основном для старших.